Друзья, приветствую вас на своем канале. Продолжаем обсуждать с вами новости уходящей недели. Нелепая трагедия произошла на поселковой дороге вблизи деревни Выгорска. 23-летний водитель огромного грузовика двигался по поселковой дороге. И из-за сужения ему пришлось остановиться и немного сдать назад, чтобы пропустить встречный легковой автомобиль. Но, к сожалению, он не увидел, что за ним находилась мотоциклистка. И в итоге грузовой автомобиль сбил мотоциклистку. От полученных травм 45-летняя мотоциклистка скончалась на месте. Очень жалко самого водителя и мотоциклистку. Я думаю, что виновны в этой трагедии оба участника движения. Но на самом деле, когда мотоциклист встает за грузовым автомобилем, он должен учитывать тот момент, что его обязательно должно быть видно в боковые зеркала. То есть нельзя останавливаться вне зоны досягаемости зеркал. Неоднократно я вам рассказывала, как много медведей живет в Словении и какую огромную опасность они представляют собой для людей. И вот сейчас опять произошел несчастный случай с участием медведя. Водитель ехал в вечернее время суток по очень популярному маршруту от озера Блед до озера Бохень. И в этом популярном туристическом месте, где всегда очень много туристов, и мы неоднократно тоже ехали по этому маршруту. И вот в этом месте ему дорогу перебегал медведь. От полученных травм медведь скончался на месте. Слава богу, что водитель автомобиля остался жив, но его автомобиль очень сильно пострадал. На самом деле меня пугает, насколько сильно распространились медведи. То есть они обитают не только в каких-то там лесах, где практически нет людей, а даже находятся в туристических местах, где проезжает очень много автомобилей и очень много велосипедистов, а также просто люди гуляют по этим туристическим маршрутам. Так что нужно быть очень бдительными, и не помешает, наверное, иметь с собой какой-нибудь специальный баллончик с газом, который отпугивает медведей. Символом Любляны с недавнего времени, помимо драконов, стали нутрии. Их очень много, мы видим огромное количество фотографий с нутриями в центре Любляны. Их очень любят фотографировать и подкармливать туристы. Но нутрий развелось неимоверное количество в реке Люблянице и в ближайших реках тоже. И власти приняли решение об отстреле нутрий. Так что ожидайте новую коллекцию из натурального нутриевого меха к новому сезону. Но на самом деле людей очень возмущает решение властей, что они принимают именно такое простое решение, как просто убивать животных. И сейчас все неравнодушные граждане подписывают петицию, чтобы не допустить отстрела этих милых животных. Швеция стала первой страной, официально признавшей секс спортом. Шведская федерация секса в настоящее время организует первый чемпионат Европы по сексу, который состоится в июне 2023 года, недалеко от города Гетеборга. В конкурсе примут участие 20 представителей из разных стран Европы, в том числе и Словении, которую будет представлять житель Марибора. Интересно, будут ли они транслировать этот вид спорта по телевидению? И как они будут определять победителей? Видимо, в этом виде спорта главное участие, а не победа. В соревнованиях заявлены следующие дисциплины. Оральный секс, как быстро спортсмен может удовлетворить другого спортсмена. Проникновение, как быстро спортсмен может добиться удовлетворения противника за счет проникновения. Выносливость, как долго участник может воздерживаться от оргазма, чтобы удовлетворить противника. Количество оргазмов, самые красивые позы, эротический массаж и другие спортивные дисциплины. Каждый матч длится 45 минут. Победители определяет жюри и зрительский рейтинг. Соревнуются все, независимо от сексуальной ориентации и гендера. То есть, оказывается, они будут заниматься сексом с противниками. Получается так. Ну, что нам остается? Будем просто надеяться на победу нашего словенского участника. В мальтийском порту Фрипорт власти перехватили партию бананов из Эквадора, направляющуюся в словенский порт Капер.
в которой обнаружили более 270 килограммов кокаина. То есть кокаин был спрятан в бананы. Сотрудники таможни с помощью сотрудников отдела по борьбе с наркотиками обнаружили в одном из них 170 пакетов, а в другом 100 пакетов с веществом, предположительно кокаином. Недавно итальянская полиция также обнаружила кокаин в контейнерах с бананами в порту Джоя Тауро в Калабрии. По данным итальянской финансовой полиции, в двух 12-метровых рефрижераторных контейнерах 78 тоннами бананов было изъято 2734 килограмма особо чистого кокаина, стоимость которого на черном рынке составила бы около 800 миллионов евро. Находку назвали рекордной. А ведь возможно, что не всю партию изъяли, и какая-то партия может все-таки прийти в Словению, и даже можно представить, что какой-нибудь банан попадет на прилавки магазина. Так что будьте очень аккуратными, когда покупаете банан и собираетесь его съесть. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, оставлять свое ценное мнение в комментариях, подписываться на канал и ставить лайки. Пока-пока, до новых встреч!